Вы долго ждали этот фильм. Вы ждали нового чуда от Дисней. Вы ждали возвращения Анджелины Джоли спустя 4 года. Невероятно широкая реклама. Бюджет $200 миллионов. И 26 мая заставил псевдолюбителей хороших фильмов всплакнуть от радости. Малефисента. Фильм отвратительный, и спасибо за внимание. Здравствуйте, с вами Павлов Александр, и это Кинометрия. Для начала немножко поговорим о киноиндустрии Диснея. Нам придется смириться с мыслью с тем, что крупная мега-медиакомпания не может снимать фильмы. Да, у них получается снимать детские мультики, но никак не фильмы. За последние 10 лет Дисней выпустил несколько полнометражных фильмов, так и многобюджетных, так и скромных. Умеете, могете просто. Скромные по меркам бюджета и актерского состава фильмы с удовольствием смотрят на Западе. Наивность и доброта таких фильмов заставляет верить, что не так уж и плохо в нашем безумном мире. Одно дело мегапроекты Диснея. Он грохает колоссальные деньги на то, что в принципе не может принести хорошей пользы. Например, «Трон. Наследие». Ремейкированное продолжение культового фильма 80-х. Но оригинальный фильм не принес особого успеха, да и создан был для того, чтобы продемонстрировать возможности компьютерных спецэффектов тех годов. Новый «Трон» же не преподнес ничего нового, хотя было и угроблено $300 миллионов. «Трон. Наследие» должен был тоже показать новые возможности спецэффектов, но вышедший ровно год назад «Аватар» настолько высоко поднял планку, что «Трон» просто не смог дотянуться. Удался ли фильм? Компьютер говорит нет. Очередным крахом для Диснея стал «Одинокий рейнджер», после которого со скандалом Дисней уволили Джерри Брукхаймера, главного создателя и патрона «Пиратов Карибского моря», который принес немалые $4,5 миллиарда. «Одинокий рейнджер» снова ничего нового не показал, да и всеми любимый Джонни Депп не выходил из образа Джека Воробья, который просто замаскировался под белым гримом. Являясь экранизацией малоизвестного цикла рассказов, «Одинокий рейнджер» стал вестерном для детей, хотя жестокости и драмы в нем больше, чем в каком-нибудь другом фильме от Дисней. При бюджете в $250 миллионов «Одинокий рейнджер» еле как дотянул до 215 миллионов кассовых сборов. Следующей жертвой Диснея стал Джон Картер. Экранизация рассказа Эдгара Берроуза, написанный 100 лет назад, взыскавший немалый интерес читателей. И Дисней снова промахнулись с выбором экранизации. Рассказ «Джон Картер» является классикой фантастики. Благодаря ему и появились на свет «Звездные войны», «Конан Варвар», «Флэш Гордон», вдохновленные идеей совместить сказку с космическим вестерном. Но делать экранизацию того, что уже изжило себя и уже не представляет определенной ценности с точки зрения оригинальности идеи, Джон Картер тоже с треском провалился в прокате, ведь показать что-то новое или удивить зрителя снова не получилось. И вот на горизонте появляется бывший декоратор Роберт Стромберг и заявляет: «А давайте сделаем из классической сказки сопливую драму, а из самого ужасного злодея Диснея сделаем фею». Да, отличная идея, давай снимем. Вы все этого хотите? Да! Нет! Да! «Малефисента» — это пересмотр классической истории спящей красавицы со стороны главной злодейки. Оказывается, Малефисента — это нежная, чувствительная фея с добрым и чутким сердцем. Что? Зачем? Зачем нам это переосмысление? С тех пор, как она появилась в спящей красавице, все боялись ее. Ведь она стоит на одной планке с такими злодеями, как Дарт Вейдер, Ганнибал, Магнетта и даже Фредди Крюгер. Она признавалась самой опасной и жестокой женщиной мира Дисней. Вспомните ее злобный смех, от которого в детстве мы бежали со слезами на глазах. А теперь послушайте ее новый страшный смех. Что это было? Это не та Малефисента, к которому мы привыкли. Она — кровожадная ведьма, желающая уничтожить счастье людей, живущих рядом. Колдунья, одним лишь своим образом пугающая нас, а не сексуальная икона современности. Показать ее с человеческой стороны нечеловечно. Она повторяет судьбу Дарта Вейдера, из которого сделали сопливого мальчишку, ставшего на темную сторону из-за неудачной любви. За 50 лет мы привыкли к тому, что она злая и противная,
Но фильм показал, что она тоже стала жертвой любви. Да, жизнь ужасная, жестокая штука. Роль Малефисенты играет всеми обожаемая Анджелина Джоли. Она относится к таким актрисам, которые не актрисы. В смысле того, что они вроде бы играют, но играют лишь магниты, которые притягивают зрителей в кинотеатры. От таких актеров ничего не нужно, просто лишь бы часто мелькали на экране, чтобы наивные киноманы плыли от удовольствия. Не нужно никакого сюжета или развязки, главное, чтобы икона их была на экране. Все хвалят Малефисенту из-за того, что там Анджелина Джоли. Давайте согласимся, что из нее плохая актриса. Она хорошая модель, хорошая мать, хороший посол мира. Но не актриса. Она просто магнит, притягивающий зрителей на фильм, успех которого и зависит от актрисы. Малефисента тоже такой фильм. Съевший $200 миллионов бюджета, фильм вряд ли потянул бы на хорошие сборы, если бы не Джоли. Образ Анджелины в роли Малефисенты мог бы стать хорошим объектом для фотосета какого-нибудь глянцевого журнала. Но 2 часа тянуть не меняющийся образ без харизмы и внутреннего обаяния было ошибкой. Это просто Анджелина Джоли в костюме. Но согласимся, что гримеры постарались на славу, сделав из красавицы пугающую личность. По словам Джоли, на грим уходило 4 часа, а костюм она одевала целых полчаса. Леди Гага нервно курит в сторонке. Малефисента не является ни ремейком, ни продолжением «Спящей красавицы». Это просто один из вариантов европейской сказки. В фильме очень много параллелей с оригинальным мультфильмом Диснея, как бы намекая, что мультфильм является ее идейным вдохновителем. Некоторые сцены почти в точности повторяют друг друга, не говоря уже о диалогах. И костюм тот же, и цвет магии тот, и имена не поменяли. Малефисента практически идентична «Спящей красавице», кроме одного. Музыка! Помните те чудесные композиции Петра Чайковского, что были использованы в мультфильме? Здесь их нет! Господи, помилуй! Здесь какие-то мелодии, которые и запомнить-то невозможно. Они как сопровождение, а не как целая составляющая фильма. Даже знаменитый вальс Ланы Дель Рей играет только в титрах. Боже мой, их в кинотеатре отключают за 5 секунд. Сюжета как такового нет. Фильм идет как параллель «Спящей красавицы», но только с приквелом и хорошей концовкой для злодейки. Но даже несмотря на это, в фильме ужасно много нелогических несостыковок. Представьте себе, вас бросил любимый человек и нашел себе другую. Вы могущественны и обижены, и хотите отомстить. Что вы сделаете, явившись на празднование его дочки? Правильно, проклянете их род, злобно посмеетесь и так далее. В мультфильме настоящая Малефисента заклинает, что Аврора умрет, когда соприкоснется к веретену, но проклятие успевает изменить фея Меривеза, сказав, что та не умрет, а просто уснет. Вроде бы логично. А что с нынешней Малефисентой? Вот она эпично появляется, смеется, бла-бла-бла, и как она проклинает ненависть всей своей жизни. Она будет прекрасней, но уснет, если коснется веретена, и разбудит ее только поцелуй. Где логика? Так что ли мстят могущественные ведьмы, у которых в службе злые деревья и целое болото монстров? В мультфильме, как и в сказке, король приказывает сжечь все веретена. А в фильме вы не угадаете, он приказывает их хранить в подвале. Зачем? Где логика? Ладно, это проканало бы для детей и наивных деточек, но рейтинг фильма 12+, то есть уже рассчитан на более взрослую аудиторию. Мир действительно сошел с ума, раз видит в фильме только Анджелину Джоли, а остальное не хочет замечать. А самым убийственным является финальный поцелуй, который... Кинометрия против спойлеров. Посмотрите, поймете, что нелогичнее и противнее фильма 2014 год еще не видел. О персонажах вообще лучше промолчать. Вот и молчу. О добрых и милых 3 феях, которых мы любили в мультфильме, вообще лучше забыть. Забудем об этом. В фильме они просто ужасны и вызывают только отвращение. Ах да, в Малефисенте просто зашкаливает уровень сексизма. Феи, сама Малефисента, Аврора, они настолько могущественны, что рядом с ними мужики просто особи мужского пола. Единственным нормальным и адекватным здесь является ворон в вечной френдзоне Дьяволь. Да имя его уже о многом говорит. Типа дьявол, если кто не понял. Сейчас хейтеры уже точат зубы на нас. Как ты посмел? Это же Малефисента! Там же Джоли! Это же Дисней! Фильм прекрасен! Это же сказка! Но кто делает детскую сказку 12+? Задумайтесь. Фильм однозначно был направлен для тех, кто восхищается Анджелиной Джоли. И все.
Здесь никакой сказки, да и эпичная битва, на которую намекает весь фильм, еле потянет на 5 минут. Весь фильм будем наблюдать за тем, как Малефисента наблюдает за Авророй. Кинометрия ставит оценку 3 из 10. За нелогичность, неадекватность, мультяшность, наивность, скучность, затянутость и за то, что из самой злобной и жестокой ведьмы всея мультмира сделали фею с крыльями. Да и сам фильм